Красота, уникальность, неповторимость и сочетание историко-архитектурных комплексов горной Ингушетии с природой покоряет нас с первого взгляда и навсегда. Такое же чувство одолевает и тех, кто приезжает к нам из других регионов и из-за границы. Рассказывая историю возникновения башенных комплексов, мы всегда основываемся на данных ученых и исследователей древности, а также на свидетельствах ныне живущих потомков легендарных предков ингушей. Каждая башня, каждый камень в горах по-своему уникальны. Сегодня невозможно представить горное селение ингушей без устремленных к небу боевых башен. Так органично они вписаны в окружающий пейзаж. Важную роль в оформлении горской архитектуры играл рельеф местности. Место поселения выбиралось из соображений безопасности, селились в самых труднодоступных и укромных уголках. Чем древнее селение, тем выше оно взбирается в гору, тем глубже прячется оно в лесах и расщелинах скал. Горные селения служили укреплениями, защищавшими их жителей от нападений врагов. На это указывает и их взаимное расположение. Из одного села хорошо просматриваются боевые башни другого, которые играют роль сигнальных башен и могут быстро оповестить округу на десятки километров о приближении недоброжелателей. Одним из таких неизведанных селений для многих наших телезрителей является и башенный поселок на правом берегу Цорин-Хи – Цори. Он находится в Цоринском ущелье, в 17 километрах восточнее Таргимской котловины. Состоит из 3 замковых комплексов, основу которых составляли 4-этажные боевые башни с плоской крышей, зубчатым парапетом и жилые каменные пристройки с оборонительными стенами. Многие исследователи нашего края еще с XIX века описывают это поселение, и все в один голос утверждают о ее живописности. И с тех времен, казалось бы, прошло сколько времени, и сейчас, даже в наши дни, в таком же, даже в таком разрушенном, руинированном состоянии, все-таки башенный комплекс Цори привлекает прежде всего своим архитектурным видом, своей связью с природой. И даже туристы, которые в наши дни посещают эти места, отмечают это в своих воспоминаниях и своих публикациях. Сам башенный комплекс расположен на естественном мысу, на таком в междуречии. Вот, и с запада, и с востока ее огибают 2 рукава. Это водяные источники, небольшие потоки, которые берут свое начало на скалистом хребте, и он достаточно удобно расположен именно в этом дефиле, будем так говорить. Вот. И что еще отличает этот ансамбль, это компактность расположения архитектурных единиц в составе всего своей структуры этого комплекса. И не зря в свое время, в 1886 году, Всеволод Миллер, который побывал в этих местах, одним из первых описывает ее тогдашнее состояние и отмечает именно вот это такое вот нагромождение одних объектов на другие, и такое вот в конечном итоге вот в центральное звено это будут боевые башни. Вот, допустим, если мы внимательно приглядимся, то с севера и с юга весь комплекс защищает боевые башни. 2 боевые башни достаточно вот таких вот больших размеров, там до 23-24 метров высоту они достигают по различным источникам и защищали подступы к этому поселению с севера и с юга. А уже восточные и западные рубежи охраняют естественные рубежи, вот это глубокие расщелины, на дне которых протекают вот эти горные речки. Башенные постройки селения Цори образуют целый замок. Над жилыми башнями возвышаются боевые. Уязвимые участки замыкают высокие стены. Жилые башни отличаются своими большими пропорциями. Здесь некоторые башни достигают до 4 этажей и до 14-16 метров. Это достаточно крупные сооружения и крайне редкие для нашего края. Вот, тем не менее, здесь они встречаются. И исследователь Ган
побывавший здесь в 1897 году, который следовал по маршруту Малхеста, вот со стороны современной Чечни, он прошел через Гул, переночевал в селении Гулей и остановился здесь, в Цоре, и описывает этот комплекс и говорит, что ничего живописное и красочное он не видел на всем Северном Кавказе, не то что здесь в Ингушетии. Вот. Он говорит, что тогда, еще в этот период, 1890-е годы, все практически архитектурные сооружения были выбелены, говорит, известковой штукатуркой, известью, говорит, и да, склепики, он пишет так, и жилые башни, и боевые, все абсолютно выстроенные объекты выбелены и достаточно красочно смотрятся на фоне окружающих гор и окружающей среды. История основания комплекса Цори очень занимательная, и сегодня представители Тейпа-Цароевых с гордостью рассказывают о своем родовом селении. Цароевский род, он включает 65 фамилий, а происхождение, значит, у Цароевых это от 3 братьев. Дзетов был старший, второй Ганижев и младший был Бесаев. И в их башни, они практически там расположены. Вот Дзетов выше, потом Ганижев здесь, и там ниже, значит, малая Цори там есть, там Бесаев жил младший брат. Вот. И, собственно, от 3 братьев они вот размножались все вот. То есть и каждый потом по мере, допустим, вот их, значит, размножения, то есть они, значит, фамилии, допустим, отца, деда, прадеда, вот так вот, и все. А остальные фамилии Цароевых это вот Дзетов, Ганижев, Бесаев, Зангиев, Гудиевый, Килоевый, Хасиевый, Ханакиевый, Цураевый есть, пишут, Цароевый есть. А у нас республика самая красивая, и места красивые у нас. Не сравнить за границей даже. Были у меня гости здесь. Они говорят, никакую Швейцарию, говорят, нет таких красивых мест. Вот я их возил сюда, по ущелью возил. Они были удивлены. Другие сибиряки приехали, говорят, вот у нас Алтай. Ездим в Алтай, говорят, не сравнить. Конечно. И речку нашу не сравнить, говорят. И места не сравнить. Конечно, у нас красивые места. Почему не открыть туризм или другой? Что вы чувствуете, когда приезжаете сюда? Ну как, в родные места, как я себя чувствую, как дома. Я всю жизнь вырос в Сибири, недавно дома. Как сюда приезжаешь, уже все дышишь по-другому. Преемственность поколений Тейпа-Цароевых наблюдается в том, что их главной чертой, как и их предков, которые компактно расположились на выбранном для поселения месте, является сплоченность. В 1997 году вот мы с Магомедом Мавлиевичем Дзетовым, значит, при участии еще представителей каждой фамилии создали, как говорится, оргкомитет, сделали съезд, и мы создали, то есть, родовое общественное объединение Цори. Мы, значит, создали совет создали, значит, который, значит, мы выпустили, в тот период был у нас там 3 газеты, значит, совет, устав, положение, расчетный счет был открыт, и, кстати, за весь период мы многое сделали. Хотя вот тогда были противники, зачем там уходить, говорят, к тэповщине, но через вот родовые объединения, через фамилии, сближая их, можно ликвидировать все проблемы, которые есть внутри тэповые и между тэповыми. Это хороший инструмент для оказания поддержки государственным структурам, вот, правительству, чтобы духовно-нравственно можно было воспитать нашу молодежь, где сегодня очень нуждается вот такой инструмент. Вот. И при правильном использовании можно получить хорошую отдачу, я считаю. Вот. Мы хотим создать фонд, чтобы обустроить в первую очередь разваленные башни. Вон у нас есть кладбище. На следующий год будет ограждение. Хотим вон мечеть на том стороне поднять. Вот. И так вот потихонечку будем делать то, что возможно. Слушая рассказы выходцев из селения Цори и наблюдая окружающую нас дивную среду, мы словно оказались в другом потустороннем мире,
где цивилизация не коснулась древности. А окунуться в тогдашний быт горцев нам помог старейшина рода Цароевых. Я, когда был здесь, мне 6 лет было. От 6 лет я все помню. Даже помню от 3 лет. Основной боевых башни здесь, в этом селе 2 было. Вот этот еще вон на край. А вот этот 3, вот который наверху. Это 3. Сколько жилых? Жили 100 семей жил по этой. Коренной Зайтов были здесь. Фамилия Зайтов первый основатель. Когда я здесь жил, самые красивые 2 башни были вот эти. Это вон там край, вон отсюда видно. И этот, они целые были в то время. Вон там между мечеть был, а это железом покрытый был. А здесь маленький мячик был, вон, маленький мечеть был. А тут такой развал не был. Маленькие это культурные были все места. А железо они с орджоникийцы на лошадях проводили, которые покрыли вот эту мечеть. Внизу эта река была, и 2 мельницы было, и остальное этот поле засевали. Засевали пшеницу, ячмень и лен тоже. Они из лена делали тоже одежду и этот, который носили они все это. С этого и шерсть, и этот лен у них был. А который с лена сделан, она дождь не промыкает, а водостойкий это больше. А это тоже шерстные, тоже они делали вот эти бурки, это тоже крепкие были. Они, женщины, собираются, я помню, они как их катали. Потом эти волосы этим, шерсть поднимали, вот так и делали. А все это стилали, за место ковру, это все были кошма, с шерсти делали. А питание сюда это, если кукурузу, что возить оттуда, на лошадях возили. Туда ездили и возили сюда. А тут родился только ячмень, пшеницу и этот лен. Все. Что готовили тогда? Молоко, масло, сыр и творог. Они больше питались этим. А так большие хлеба не были здесь, только оттуда завозили. А тут вот эти 2 мельницы, они мололи, которые здесь был ячмень, и это ячменный хлеб был у них, пшеничный называли. В свое время, конечно, Цорий по всем данным являлся административно-политическим центром всей вот этой цоринской зоне, или Цорий Шахр, как его в позднем средневековье обычно называли. И этот башенное поселение Цорий являлся его центром, можно сказать, столицей. И, конечно, здесь, наверное, решались наиболее важные вопросы, связанные с урегулированием каких-то отношений, принятия каких-то законов, там, ведения войны и так далее, и так далее. Эти решения могли приниматься, наверное, здесь, в центре. В общем, и, ну, конечно, здесь было очень много, кстати, специалистов по оружию. Здесь в одной из башен была кузнечная мастерская. Здесь разрабатывали селитру для изготовления пули, уль для изготовления высококачественного пороха. Здесь же были ремесленники, достаточно многоопытные, потомственные мастера. Вот. И не зря это поселение дало очень много известных людей. Вот. Здесь же проживали знатоки медицины, горского обычного права. В общем, и жители Цории, вообще Цоринского общества хорошо разрабатывали, кстати, железную руду, свинцовую руду.
которая добывалась ими в вот этих окрестностях, вот северо-восточной, восточной, юго-восточной его сторон. Здесь же были заградительные стены. В общем, и эти заградительные стены также выполняли очень важную роль в накоплении каких-то ресурсов, которые оседали здесь, жителей этого поселка. Ну, можно говорить о том, что Цори, ваше поселение Цори занимало очень важное место, стратегическое место. И здесь же известно, что проходила так называемая дорога ингушей по линии запад-восток, как известно. В общем, и одна из его ветвей проходила вот через земли цоринцев, да, через вот это Цори. И в ее охране важную роль выполняли именно воины из селения Цори. Наряду с другими кавказскими народами ингуши принимали деятельное участие в создании кавказской этнокультурной общности. История этого великолепного неизведанного уголка Горной Ингушетии переносила нас в глубокую древность. Ведь еще в очень ранних источниках истории, в первом веке нашей эры, Страбон упоминал о далеких предках ингушей. Как описывает Леонтий Муравели, Моисей Хоренский, это архаичные историки. Во времена, даже библейские, есть персонаж Таргам. Он у нас, так как звучит Таргам, это человек, и в Библии, и как описывает Леонтий Муравели, Таргамус. И он говорит, в то время жил Таргамус, и у него было 8 сыновей. И сыновья этого Таргамуса населили вот эти земли. И больше военные, выделяющиеся его сыновья, были два. Это Кавказ и Лекус. И Леонтий Муравели и Вахушти Багратиони описывают этот момент так, как вместо Дарубанского моря, это Каспийское море нынешнее современное, досталось земли в Лекусу надел. А вместо вот этого Кавказа, Кавказ имеется даже исключительно до Эльбруса расстояние, досталось надел к Кавказу. И вот с тех времен начинается, наверное, зарождение вот этих. Мы сегодня видим именование наших поселений, как Таргим, вот пересходное, я же говорил ранее, от имена. И также и Цори, также любое наше поселение от родоначальника бралось именование и именовалось то или иное поселение. Также здесь сыном Кавказа, выдающимся, тоже описывает Леонтий Муравели, был Чуртук, ну, на ингушском языке, а в его интерпретации он Чуртук, Дурдзук. И это как бы один из, с его имени обозначалось вот это поселение. Он так и описывает. И поселился он в горах, и сделал он ряд фортификационных сооружений, начиная с Каспийского моря, и сооружения, как бы военизированные городища, с обнесенными для подходов рвами. Место здесь они, вероятно, нашли в связи с тем, что по природному как бы расположению с севера Цори-Лам, как бы заградительная стена, образованная горными породами, и сзади тоже. И подступи между ущельями они ограждались, сделали ворота. Мы знаем Зурзузские ворота, где в верховье Асы и Гичоч они были в те времена. Непременным атрибутом горного селения Цори является некрополь из подземных, полуподземных и наземных склепов. Ингушская пословица гласит: человеку для жизни нужна башня, а после смерти – склеп. С западной стороны вот по этому ущелью разбросаны, да и вообще вокруг всего комплекса разбросаны порядка 12 этих склеповых архитектурных сооружений разного плана, и двускатные, и башнеобразные. И, кстати говоря, не имеющие аналогов у нас в Горной Ингушетии два башнеобразных склепа, соединенных между собой. Это на северной оконечности этого ансамбля. Это очень оригинальный случай и не встречается в практике строительства средневековых некрополей в Горной Ингушетии. Это тоже удивительная черта, и это можно наблюдать здесь в Цори. Вот. И непосредственно, что если говорить о компактности, мы видим, что, да, что вот по всему этому ущелью разбросаны разнообразные вот эти склеповые сооружения, и башнеобразные мы видим вот на переднем плане, на заднем плане двускатные
в виде домиков, так и вот полуподземные и так далее. Ну, вот эта компактность, она тоже очевидно связана с необходимостью отгородиться от мир живых и мир мертвых. Мы знаем, что в эпоху позднего Средневековья в Горной Ингушетии, да и на всем Северном Кавказе распространилась эпидемия чумы и холеры. Очень часто, чтобы не заразить членов своих семей, многие уходили в склепы и там ожидали своей смерти. И так случалось, что и мать со своим грудным ребенком, она тоже уходила в этот склеп. И хотя и по имеющимся преданиям в склеп преподносили всякие кушания, еду, продовольствие, но тем не менее многие из них погибали, умирали там же, в этом же склепе. И часто, говорят, можно было встретить картину, когда над колыбелью сгорбленное мумифицированное тело матери находили именно в этих склеповых надземных сооружениях. Сегодня в нашей программе «Неизведанная Ингушетия» мы рассказали вам еще об одном уникальном уголке нашей Родины, которая издревле привлекает ученых и путешественников неповторимыми горными ландшафтами и уникальными памятниками средневековой архитектуры. А вот это дерево впечатлило нас больше всего. Его форма словно напоминает нам наши корни, наших предков. А его ответвления, тянущиеся вверх и в сторону, это потомки, которые должны сохранить эти корни, которые до сих пор питают нас духом предков.